эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Действующие на территории республики ограничения по недопущению распространения коронавирусной инфекции продлены. В Якутии продолжается борьба с лесными пожарами. Идет поэтапное увеличение группировки сил и средств. Национальный праздник Исэх отмечают в онлайн-режиме в Алданском районе. Ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции продлили до 25 июня в Якутии. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев. Ранее меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения действовали до 15 июня. Однако эпидситуация в регионе остается напряженной. Бессмертный полк не состоится в очном формате в этом году из-за ограничений. Шествие было запланировано на 24 июня в годовщину парада победителей 1945 года. Бессмертный полк может пройти в традиционном формате не раньше 2022 года. Напомню, акция в формате онлайн-шествия состоялась 9 мая. Каждый субъект страны получил свой поток трансляции. 94 новых случая коронавирусной инфекции выявили в Якутии за сутки. Наибольшее число заболевших в Якутске – 61 человек. По 5 новых случаев выявили в Вилюйском и Мирнинском районах, по 4 в Амгинском, Мегино-Кангаласском и Нерюнгринском районах. По 3 заболевших зафиксировали в Ленском и Усть-Алданском районах. В Горном, Нижнеколымском, Сунтарском, Татинском и Хангаласском районах по 1 новому случаю COVID-19. 5 районов Якутии под особым вниманием регионального управления МЧС России. На территории региона действует 18 природных пожаров, за сутки ликвидировано 3. На тушение было задействовано 1073 человека и 121 единица техники. На особом контроле находится обстановка в Верхневилюйском, Нюрбинском, Алекминском, Сунтарском и Тампонском районах, где зарегистрировано 7 очагов на общей площади с момента обнаружения более 15 тысяч гектаров. Проведены работы по тушению отдельных очагов и домовых точек водой, организованы встречный отжиг у поселка Хандыга, окапывание ручным орудием и увеличение минерализованной полосы. Между тем, самолет-амфибия сбросил 215 тонн воды на лесной пожар, действующий близ Тюмюкского наслега в Нюрбинском районе республики. Пожар действует в местности Эджиген. Общая площадь, пройденная огнем, составила 8250 гектаров. Вчера вечером на восточной кромке огонь перешел в верховой из-за сильного ветра, в связи с чем был привлечен самолет Б-200 МЧС России. Произведено 29 заходов, сброшено 215 тонн воды. На месте работают 186 человек и 20 единиц спецтехники. Сегодня планируют провести дотушивание по всей кромке пожара. Валроса проводит отработку действий по эвакуации сотрудников из административных зданий с массовым пребыванием людей. В случае пожара это является важной частью профессиональной подготовки персонала любого объекта. В этот раз от формального подхода решили перейти к практическим действиям. Провели учения в здании Центра Мирного, сработала пожарная тревога. В этот момент там находилось 270 человек, и они оперативно покинули помещение. Дальнейшая проверка кабинетов показала пустые рабочие места и отсутствие людей в здании. Оценка положительная, потому что в соответствии с нормами по эвакуации, на эвакуацию из здания дается от 3 до 5 минут. Персонал отработал хорошо, автоматика отработала исправно, отключила все инженерные системы защиты, открыла все магнитные замки на запасных выходах, и проблем с эвакуацией персонала не было. Тех, кто не покинул вовремя здание и был бы обнаружен на рабочем месте, было бы привлечено к дисциплинарной ответственности вплоть до лишения части 13-й зарплаты. Глава Якутии Айсен Николаев сегодня работает в Нюрбинском и Верхневилюйском районах. Об этом сообщил его пресс-секретарь Афанасий Ноев. В рамках рабочего визита глава региона проведет совещание по вопросу лесопожарной обстановки на территории республики, а также примет участие в авиамониторинге лесных пожаров. Кроме этого, в Нюрбе руководитель республики проверит ход строительства 49-квартирного жилого дома, возводимого по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.
Дома народного творчества на 250 мест Нюрбинского государственного передвижного драматического театра республики и примет решение по объекту незавершенного строительства стадиона на 3000 мест с легкоатлетическим манежем. Во второй половине дня Айсен Николаев посетит Верхневилюйск, Илдархан посмотрит место проведения республиканского эсэха Аланхо в 2022 году, посвященного столетию образования Якутской ССР, и ознакомится с планом мероприятия. Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Булунском районе Якутии. По данным Геологической службы Соединенных Штатов Америки, землетрясение произошло в 13:28 по якутскому времени. Эпицентр располагался в 149 километрах к северо-западу от Тикси на глубине 10 километров. Сообщений от населения не поступало. На Алекминском водоканале завершен первый этап реконструкции по программе «Чистая вода». В ближайшее время должны начать реализацию второго этапа – станцию первого подъема. О качестве воды после реконструкции расскажет Елена Фаст. Вот такая вот река, у нас река Лена. Это забранная вода, да? Ага. И вот такая вот у нас становится после очистки. Сейчас мы в лаборатории водоканала, где наглядно виден результат работы. Прежде чем вода становится прозрачной, она проходит большой путь и полную систему очистки. Находятся ерши. Через ерши у нас проходит уже после сформирования вот этих реактивов, там происходит очистка. Через ерши проходит уже очищенная вода, потом через ерши попадает в песчаные фильтра, через песчаные фильтра уже очищенная чистая вода попадает в РЧВ. То есть у нас две емкости 300-кубовые. Уже чистая вода поступает потребителю. Еще в прошлом году обеспечить такую степень не получилось бы. Благодаря выполненному первому этапу реконструкции водоканала установлена система очистки. Самое же начало на реке Лена, где установлен водозабор. На сегодняшний день работает станция первого подъема. Она из себя представляет балок, сооружение передвижное. По уровню воды мы расстояние увеличиваем, уменьшаем. Соответственно, на данный момент у нас вода прибывает. Соответственно, мы с помощью гидравлики мы подтягиваем и, соответственно, уменьшаем расстояние. На сегодня ожидается начало работ по второму этапу. Изменятся не только технические параметры устройства, но и само место, где будет установлена станция. Станция первого подъема будет проходить выше по течению, где-то метров 600. И уже оттуда лучи пойдут именно на фарватер. Пришли к мнению такому, чтобы мы именно с фарватера брать воду, тогда она будет уже и чище, и, соответственно, без риска для населения. На сегодняшний день водоканал работает в штатном режиме. Некоторые проблемы создают отключение электроэнергии, что приводит к периодическим сбоям работы. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Команда из Якутии заняла 5-е место на Всемирном фестивале по игре в Go Genius Extreme. Соревнования прошли с 3 по 9 июня во Владивостоке. В них приняли участие спортсмены из 59 стран и регионов. Якутию представляли 11 человек, сборная региона, а также участники личного первенства Кубка России и деловой программы чемпионата. Ученик 10 класса Чурапчинской среднеобразовательной школы Иван Савин и его тренер Надежда Захарова получили грамоту за дебют в официальном соревновании. Напомним, первенство впервые за 40 лет прошло в России. Сборная страны является лидером ГО в Европе. За последние 20 лет россияне становились чемпионами 15 раз. Филармония Якутии приглашает на закрытие 10-го юбилейного сезона. Концерт пройдет 17 июня, в день рождения заслуженного деятеля искусств РСФСР, народной артистки Якутской ССР Галины Михайловны Кривошапко. В сопровождении Государственного симфонического оркестра «Симфоника Арктика» под управлением Натальи Базалевой выступят молодые талантливые солисты. В концерте прозвучат произведения Моцарта, Чайковского, Равеля, Паганини, Штрауса, а также в преддверии национального праздника ИСЭХ оркестр исполнит фантазию на якутские темы Юрия Степанова и приветственную увертюру Николая Берестова, партитуру которой автор посвятил Галине Кривошапко.
Прохладная погода и дождь совсем не помеха празднику Исэх, который отмечается в Алданском районе. Из-за сложной эпидемиологической ситуации встреча якутского лета проходит в режиме онлайн. В празднике принимает участие и наш корреспондент Татьяна Вахнина. Множеством нот и красок заискрился чарующий колорит праздника Исэх. Встреча якутского лета для северян – один из любимых праздников. Традиционно Исэх в Алдане отмечается масштабно и ярко. В этом году, ввиду ограничительных мер, праздник проходит в режиме онлайн. Представления, сказания, песни, хороводы. На празднике лета во всей красе раскрываются таланты, коими богата северная земля. Жители и творческие коллективы показали себя в 4 конкурсах. В фольклорном разноголосье сплетались композиции русского, якутского и эвенкийского эпосов. Наиболее массовым стал конкурс декоративно-прикладного искусства «Кладовая мастеровых». Национальное лоскутное шитье, изделия из меха, кожи и замши, бисероплетение, валяние, резьба по дереву, изделия из кости, кузнечное дело. Умения и навыки участники представили в фотографиях и роликах. Республика многонациональна, и праздник Исэх дарует возможность каждому гостю не только познакомиться с культурой и традициями северного народа, но и проникнуться чувством единства с жителями всей Якутии. Исэх 2021 собрал гораздо большее количество участников, чем ожидалось. Богатство национальной культуры раскрыли более 60 коллективов. Итоги конкурса будут подведены завтра. Татьяна Вахнина, Алдан. На этом вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Еще больше новостей на наших сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Оставайтесь с нами, берегите себя, не забывайте носить маски в общественных местах.